каждый может найти себе подходящую работу. И много ребят у нас, как правило, и в летнее время, и вообще в целом после учебы ничем не заняты. Члены комитета по делам молодежи проехались по предприятиям республики и составили список свободных вакансий, о которых мало осведомлена ингушская молодежь. Тем более, что не за горами летние каникулы, а для учащихся сезонный труд – это неплохой заработок и практика, к примеру, для будущих дизайнеров. Фабрика, которая у нас есть в Альюрте, где есть более 400 вакансий. Бұл мотик бұл без бұл мотик ясамдағы, ацар бұл без панов. Бұл еш мотик сүйгіш царшваш анубынық там бұл или олж халсыга аби бұл жбайн хэтсу без волчи. Тем более сейчас мы знаем, женская работа, дизайнерство, это очень актуально, и действительно те, кто могут себя зарекомендовать, пропиарить, они действительно очень хорошие дивиденды, да, скажем так, от своей работы получают и хорошо зарабатывают. Цикл мероприятий проводится с целью трудоустройства студентов. Это одно из приоритетных направлений работы КДМ, как лучшая профилактика негативных проявлений в молодежной среде. И сегодня студенты большей частью интересуются условиями, графиком работы и заработной платой. Ну а список доступных для студентов вакансий обширный. Так, в свободное от учебы время молодые люди могут трудоустроиться в агрокомплексах, поработать вожатыми в летних лагерях и многое другое. Во всех этих предприятиях есть бесплатный трансфер с населенного пункта до работы. Практически везде есть бесплатное питание. Поэтому мы агитируем и просим молодежь не оставаться в стороне, обращаться к нам. И по их интересу, по их желанию мы сможем найти более-менее подходящую работу. Мухаммед Башира Далиева заинтересовало предложение гостей. Студент 3-го курса колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга обучается по специальности строитель. Свободное от учебы время зря никогда не терял. Не намерен и в летние каникулы. Ребят знакомят и с руководителем регионального отделения «Российские студенческие отряды». Организация занимается временным трудоустройством студентов очной формы обучения. Имеется в виду как временное устройство на работу, так и постоянное. В 2021 году с помощью КДМ устроили на работу свыше 400 молодых людей. В этом году планируют удвоить эту цифру. Нам предоставили 23 школы для капитального ремонта, и мы хотим туда, если у нас получится, трудоустроить свыше 700 человек. Также у нас есть сервисные отряды. По сервисным отрядам мы начали тоже работу, и по воскресеньям, когда у нас бывает свадьба по нашей республике, мы трудоустраиваем наших студентов как обслуживающий персонал, и за сутки они получают 1500-2000 рублей. Также у нас есть медицинский отряд. По медицинским отрядам мы работаем с Министерством здравоохранения и трудоустраиваем студентов в медицинское учреждение. И плюс дополнительно мы бесплатно проводим дополнительное обучение для наших студентов. Нам на этот год выделили 20 мест, и за этот, как бы сказать, период мы 15 апреля начинаем уже обучение, 10 как вожатые, 10 как медсестра и медбрат. Эти деньги нам выделяет с федерального бюджета с Москвы. Для предоставившего рабочее место через российский студенческий отряд работодателя есть и свои плюсы. Ему полагаются налоговые льготы. А для студентов помимо заработка это засчитывается как производственная практика. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.